О самых заметных событиях пятницы, 7 апреля, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Угольный гигант отмечает круглую дату. 20 лет исполняется компании «Колмар». Наш корреспондент отправился в одну из шахт. Весь мир сегодня отмечает День здоровья. Поликлиники организовали дни открытых дверей и другие акции. Расскажем подробности. А в больнице поселка Нижний Куранак Дню здоровья посвятили необычное занятие. По методике арт-терапии с маленькими пациентами занялись лепкой из пластилина. Вот это да! Наш телеканал организовал первый интерактивный конкурс вокалистов. Озвучим, когда можно увидеть ближайшие выступления. В Якутске стартовали игры чемпионата республики по хоккею. 8 команд, преимущественно из промышленных районов, выйдут на лед, чтобы побороться за звание чемпиона. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с президентом компании «Росатом Оверсис» Евгением Покермановым. Встречу посвятили проекту строительства первой атомной станции малой мощности в стране в поселке Усть-Куйга Устьянского района. Проект сегодня вошел в стадию активной реализации. На строительной площадке в постоянном режиме работают десятки людей и единиц техники. Летом планируют сдать временный строительный городок и организовать круглогодичную работу по строительству атомной станции малой мощности. Айсен Николаев поблагодарил президента «Росатом» за проводимую работу. Также глава республики вручил сертификат на 100 тысяч рублей швеям республиканского штаба «Мы вместе» для покупки различной техники. На прошлой неделе он посетил волонтеров и посмотрел, как идет работа. На сегодняшний день добровольцами по всей республике выполнено свыше 3500 заявок от семей военнослужащих. Поступают обращения разного характера, начиная от доставки продуктов, лекарств и заканчивая дворовыми работами и вывозом снега. На сегодняшний день также продолжает работу общественное движение «Якутия с тобой», где ежедневно принимается гуманитарная помощь для военнослужащих, которые сейчас находятся на специальной военной операции. Также у нас ежедневно работает горячая линия по номеру 122, кнопка 6, где с 10 утра до 6 вечера наши волонтеры принимают заявки от семей военнослужащих. Чат-бот для общения с участниками предварительного голосования партии «Единая Россия» запустили в регионе. Цифровым помощником «Голос Якутии» можно воспользоваться в соцсети Telegram. С его помощью можно оперативно найти кандидата предварительного голосования в онлайн-формате, провести диалог с выборщиками и модераторами. С новым цифровым помощником «Голос Якутии» сегодня познакомили журналистов в Республиканском медиацентре. В презентации приняли участие представители Министерства инноваций, штаба партии «Единая Россия», а также члены общественной палаты. «Голос Якутии», цифровой помощник, станет в этом деле очень хорошим проводником и надежным помощником. Потому что благодаря этому новому ресурсу «Голос Якутии» вы можете узнать о ходе предварительного голосования, о кандидатах, о том, как можно взаимодействовать быстро, оперативно с теми кандидатами, за которые вы хотели бы отдать свои голоса. Голосовым помощником можно воспользоваться в социальной сети Telegram. Необходимо быть пользователем социальной сети Telegram и, приняв приглашение, либо найдя в поисковике Telegram «Голос Якутии», подключайтесь, участвуйте. «Колмар», крупнейшее угледобывающее предприятие республики, входит в пятерку лидеров по производству коксующегося угля. Компания разрабатывает запасы денисовского, чульмаканского, верхнетулуминского каменноугольных месторождений. Иван Лазаренко побывал в одной из шахт компании. До 400 тысяч тонн угля ежемесячно намерены увеличить добычу на шахте «Восточная Денисовская» компании «Колмар». В настоящее время на шахте добывают 310 тысяч тонн угля, однако запас прочности и коллектива, и техники на этом не исчерпан. Как шахта «Восточная Денисовская» на данном этапе произведена проходка, вскрыт пласт Д-15 и, соответственно, запущена лава 15-1, в которой мы планируем до конца этого года поставить своего рода производственный рекорд добычей 400 тысяч тонн в месяц. Добыча угля на этой шахте ведется уже 2 года, и за это время темпы работы постоянно наращиваются. Так, в настоящее время в разработке очередной угольный пласт, а шахта ушла под землю на многие метры.
Мы на шахте Восточная Денисовская на глубине около 200 метров. Ну, собственно говоря, вот так и добывают уголь. Выйдя на показатели 12 миллионов 400 тысяч тонн угля в прошлом году, компания ставит перед собой новые цели. А это значит, появятся новые рабочие места и новые социальные проекты. Работа в шахте ведется круглосуточно в 4-сменном режиме по причине того, что шахта и в целом угольная промышленность является непрерывным производством, которое не терпит ни замедлений, ни остановок. Ну и, соответственно, прежде всего, помимо добычи, должна быть безопасность. Безопасность труда, безопасность наших людей. Восточная Денисовская считается одной из наиболее высокотехнологичных шахт в стране. Компания «Колмар», отмечая свой 20-летний юбилей, продолжает оставаться якорным и важнейшим резидентом ТОР Южная Якутия. Иван Лазаренко, Илья Сыромятников, Захар Головин, Нерюнгри. Как правильно завязать узел бабочка и спасти человека на высоте, знают сотрудники Алроса. Проходчики горных склонов, монтажники и слесари обучаются тонкостям промышленного альпинизма. На практике учебный полигон посетили наши коллеги. Создают полиспас для того, чтобы он смог один поднять рабочего, который весит 60-80 килограмм. Подняться за 15 минут и спасти товарища – задача непростая. Правильно прицепить карабин, туго завязать все узлы и вовремя оказать медпомощь на высоте жизненно важно. На промплощадке юбилейный корпоративный университет Алроса организовал обучение по специальности проходчик горных склонов. Сейчас Олег нам покажет, как мы используем систему пульса для подъема наверх. Олег Анчин в этой профессии работает второй год. Мужчина обеспечивает безопасность сотрудников. Вешает сетчатые маты, чтобы камни не падали на технику. Поэтому на высоте чувствует себя так же уверенно, как орел. На этом курсе я узнал новые спуски, новые подъемы. Как можно подниматься без снаряжения, если забыл или было утеряно. Ситуации бывают разные. Так можно где-то и в поход пойти, можно где-то и... бывают способы даже привязаться где-то веревку привязать на машину. Нужная вещь. Обучают не только высотников, но и работников, новичков и смежных специальностей – монтажников, сварщиков, электриков. За 2 недели сотрудники Айхальского ГОКа научатся подниматься и спускаться 20 способами, а еще вязать узлы – прямой, бабочку, грипвайн. Это минимум для работы на высоте. Обо всем этом сотрудникам Алроса рассказывает мастер спорта Вениамин Жмаев. В его копилке 100 восхождений и пара сотен подопечных альпинистов. По окончании курса они сдают экзамены. У нас есть методичка, в которой есть билеты. Они все рассматривают все вопросы, все, что непонятно, они меня дополнительно спрашивают, я объясняю. После этого они сдают экзамен. Сдав экзамен, они получают документы промышленного альпиниста и проходчика горных склонов для выполнения работы. До конца апреля курсы пройдут еще 58 человек из Айхала, Удачного и Мирного. Также обучение в компании запланировано в конце года. Все получат удостоверение промышленного альпиниста 5-го разряда и смогут уверенно, а главное безопасно работать на высоте. Юлия Сундукова, Денис Сиротин, медиакомпания «Алмазный край». Генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков избран председателем Союза журналистов Якутии. Ранее эту должность в течение 15 лет занимала Галина Бочкарева. Нового председателя избрали на 24-й конференции регионального отделения Союза журналистов России. За избрание Олега Маркова проголосовали 49 человек из 50 делегатов. Во время конференции также внесли изменения в наименование организации. Избрали состав правления, контрольную комиссию и председателей региональной коллегии, большого жюри. Я читала за 5 лет своей работы, нашего правления. Я работала на посту председателя Союза журналистов уже 15 лет и не выдвигаю свою кандидатуру. Растет молодая поросль, заменит, конечно, меня на этом общественном посту новый и перспективный председатель, молодой, самое главное. Мошенники научились похищать деньги без номера карты. Теперь злоумышленники используют для хищения средств сервис снятия наличных по QR-коду, сообщает Центробанк. Некоторые банки ввели возможность снятия наличных денег с помощью QR-кода, который генерируется в мобильном приложении, а затем подносится к сканеру в банкомате. Мошенники звонят клиентам банков под видом сотрудников, сообщают о якобы несанкционированном запросе на снятие денег и просят прислать QR-код для отмены операции. После получения QR-кода мошенники могут снять деньги без номера карты и пин-кода. Будьте внимательны.
Почти 10 тысяч медработников получили специальную соцвыплату в Якутии. Напомним, выплата полагается медикам первичного звена, районных и участковых больниц, а также работникам скорой помощи. Новая мера поддержки, установленная правительством с января этого года, активно перечисляется специалистам здравоохранения во всех регионах страны. В Якутии специальную выплату получили 9937 медработников на общую сумму свыше 140 миллионов рублей. Размер назначаемых средств составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации. В Якутске День здоровья стал поводом организации бесплатных профилактических акций для горожан и гостей столицы. О том, какие мероприятия провели, а также о предстоящих акциях и бесплатных услугах в материале Марфирины Алексеевой. Ярмарку здоровья провели в одном из торговых центров Якутска. Посетители и гости столицы воспользовались такими медицинскими услугами, как осмотр врача-терапевта, электрокардиограмма, общий и биохимический анализ крови, онкомаркеры и дедимер, который показывает микросгустки в крови. Результаты анализов, консультацию врача или направление на обследование, воспользовавшиеся услугами, смогут получить на следующей неделе в городской больнице номер 2. Мы с Вилюшка вот тут зимуем. Ну вот узнали, что в рекламе вот такие есть мероприятия, поэтому вот пришли пройти анализы, онкомаркер, холестерин узнать. Вот это очень хорошо, когда вот так вот без очереди, без записи проходишь вот так вот. Никакого времени не отнимает и узнаешь, что вы состояние. Я сама с Кызылсыра, с Вилюйского Луса, я узнала, тут реклама была к сестре. Ну, сестра пошла. Я не стала сдавать, думаю, ладно, думаю. А надо было, конечно. Конечно, это очень хорошо. Ну, я хотела бы желательно, конечно, в нашем районе тоже были. Приезжали с Вилюйска, Кызылсыр, тоже брали, потому что анализы берут у нас, отвозят, привозят. Все-таки мы тоже бы хотим. Так что я хочу пожелать, чтобы мои слова дошли, чтобы было. И вам тоже желаю, все было. Ну, и поликлиники вот завтра будет, может, придем. Мне кажется, удобно, если было бы еще расширенные, да? Потому что у нас сегодня врачей очень мало, один врач только сидит, да? И мне кажется, полезно в одном месте один раз проходишь всех. Это хорошо было бы. Получить консультацию узких специалистов жители Якутии смогут 8 апреля в первой поликлинике. Прием будут вести невролог, кардиолог, эндокринолог, уролог и отоларинголог. Также на месте можно воспользоваться такими услугами, как ЭКГ, ФЛГ, пройти маммографию, выявить злокачественные опухоли и сдать различные анализы. Не все люди могут пойти в поликлинику, подойти к своему терапевту, например, да. Все мы постоянно обращаемся только по заболеванию, а сейчас профилактика – это основной, скажем, метод лечения. День открытых дверей будет проходить 8 апреля по адресу Кирова, 19 с 9 до 14 часов на 4-м этаже. Также в рамках месячника по туберкулезу до 24 апреля Якутская городская больница номер 2 проводит флюорографическое обследование населения. Марфирина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск. В больнице поселка Нижний Куранак Дню здоровья посвятили занятия по методике арт-терапии с маленькими пациентами, имеющими различные ограничения. Сеанс включал увлекательные игры и лепку из пластилина. Впечатлениями дети и их родители поделились с Татьяной Вахниной. Юные жители Нижнего Куранаха пришли с мамами в больницу вовсе не на уколы и не на болезненные процедуры. В кабинете службы здоровья ребят ожидают интересные игры и увлекательные занятия. Познакомившись и поприветствовав друг друга, мальчишки погрузились в волшебный мир искусства. Денис осваивает игру на гитаре, и новым друзьям он приготовил музыкальный подарок. Музыка развивает чувство ритма. Также она развивает слуховую память, тактильную память в случае с Денисом. Все пришедшие на занятия мальчишки, как оказалось, любят фрукты. И преподаватель детской школы искусств Нижнего Куранаха предложила ребятам изготовить грушу из пластилина. Лепка вообще является одной из важных коррекционных методик, где развивается не только моторика, но и сенсорная чувствительность. Также способствует лепка, вернее, даже воспитывает вот эту длительную усидчивость.
Пластилинотерапия является глубоким методом коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы. Лепка благотворно сказывается на нервной системе. Работа с мягким материалом разбивает мелкую моторику рук и тактильные ощущения, помогая снять напряжение и раскрывая творческий потенциал. Для детей с ограниченными возможностями по зрению лепка вообще уникальная методика. Кроме того, что развивается очень хорошо мелкая моторика кистей рук, у ребенка именно с ограничением по зрению очень хорошо развивается точность и сила движения в руках, что очень важно в том моменте, когда ребенок осваивает вот эту рефлекторно-точечную шкалу Брайля. Также очень хорошо лепка помогает детям с детским церебральным параличом. Опять же, развитие мелкой моторики, развитие речи, мышления, цветовосприятия. Лепка мальчишек увлекла. С заданием они справились успешно. И, конечно, каждая выполненная груша стала особенной, не похожей на другие. По завершении занятия ребята получили подарки – игры для развивающего досуга. Ну, очень хорошее было бы, можно было, чтобы побольше таких мероприятий для детей. Очень понравилось. Денис, тебе понравилось? Да. Медработники Нижнего Куранаха сотрудничают с педагогами школы искусств более 10 лет. За этот период было реализовано множество творческих проектов, в основе которых лежат методы арт-терапии. Ожидается, что занятия по лепке с дошколятами и младшими школьниками будут проводиться на постоянной основе. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Нижний Куранах. В Якутии за последние годы увеличилась заболеваемость вирусными гепатитами. Врачи постоянно изучают современные возможности и перспективы противовирусной терапии и профилактики рака печени. Чтобы инфекционисты своевременно повышали уровень своих знаний, организована республиканская гепатошкола, которую проводят уже в 22-й раз. В течение 3 дней врачи из разных больниц будут повышать уровень своих знаний в Северо-Восточном федеральном университете. Уже более чем 20 лет наша школа открыта для всех врачей нашей республики. Это не только врачи-инфекционисты, которые занимаются гепатитами, но и прежде всего врачи других специальностей, потому что проблема вирусных гепатитов особенно для нашей республики. У нас высокий уровень заболеваемости гепатитами, много хронических поражений, в том числе цирроза и первичного рака печени, который связан именно с гепатитом. Да? И цель нашей школы – довести те знания, да, для того, чтобы своевременно выявлять гепатиты и вовремя отбирать пациентов на специальное лечение, которое позволит предотвратить развитие вот этих тяжелых исходов. Тем временем в СВФО также стартовал первый межрегиональный хакатон по геоинформатике. В конкурсе примут участие 185 человек из 13 субъектов России. Текущий ГИС-хакатон уже 5-й, проводимый в университете. Из года в год уровень конкурса и его участников с развитием геоинформационных технологий неизменно растет. ГИС-хакатон – это настоящий марафон разработок в области геоинформатики и проектов по решению территориальных задач. Цифровое и пространственное развитие территории являются важнейшими стратегическими задачами, где СВФУ играет ключевую роль на северо-востоке нашей огромной страны, подчеркнул ректор вуза Анатолий Николаев. Нам очень важно, чтобы у детей были какие-то неординарные решения. Да. Все-таки каждый раз мы открываем новые команды, новых детей, которые совсем как-то, может быть, в своей логике, может быть, там совсем неожиданной стороны могут жить очень сложные моменты. Ждем хорошей битвы и ждем хороших результатов, да, и больших активностей не только детей, которые прямо сейчас участвуют, да, но и, может быть, это они сделают еще большой импульс для тех, кто в будущем будет участвовать в таком большом, очень креативном конкурсе. Телеканал «Якутия-24» организовал первый интерактивный конкурс «Вот это да!». Принимают участие вокалисты из Алданского, Нерюнгринского, Мирнинского, Ленского, Алекминского районов и города Якутска. Наша съемочная группа побывала в Нерюнгри, где записала участников Нерюнгринского и Алданского районов. Позже бригада отправилась в Мирный. Там выступили участники от Мирнинского, Ленского и Алекминского районов. В каждом отборочном туре принимает участие до 10 исполнителей, которые представляют учреждения культуры. 2 апреля мы показали эфир участников Алданского района. Кто стал вторым победителем, станет известно сегодня. Этот песенный конкурс на нашем телеканале проводится впервые.
Это очень хороший конкурс, это возможность многим людям, тем, которые любят петь, умеют петь, показать себя во всей красе на всю нашу огромную республику. Вокалистов очень много, голоса очень разные. Участвуют и мужчины, и женщины. Репертуар у всех тоже совершенно разный, жанровое исполнение, подача у всех абсолютно разная. Это очень интересный проект. Но 9 апреля мы покажем эфир вокалистов Нерюнгринского района, где также сразу определится лидер, по мнению жюри. А в следующую пятницу мы узнаем имя второго победителя. Голосовать за понравившегося участника можно во время эфира и до 20 часов следующей пятницы. Отправляйте смс на номер 5533 со словом «ход», «пробел» и номер полюбившегося участника. После всех выступлений 12 победителей районного тура примут участие в финале конкурса, который состоится в прямом эфире телеканала «Якутия-24». Теперь о спорте. В Якутске стартовали игры чемпионата республики по хоккею. 8 команд, преимущественно из промышленных районов, выйдут на лед, чтобы побороться за звание чемпиона. Первые игры уже прошли, команды показали отличную игру и тем самым создали интригу. Кому же в этом году достанется кубок и золото чемпионата? Подробности соревнований в материале Александра Хавренко. Хоккей – один из самых зрелищных и динамичных видов спорта. И неудивительно, что в будний день на трибунах спортивного комплекса «Элей Ботур» собралось достаточно большое количество зрителей. А на лед выйдут 8 команд, среди которых и фавориты, и новички чемпионата. В основном это промышленные районы наши: Нерюнгри, Алдан, Мирный, Якутск. Ну и те районы, которые в последнее время очень хорошо развивают хоккей. Усалданский, Мегино-Кангаласский, Хангаласский, Улусы. Ну и город Якутск выставил 2 команды. В чемпионате участвуют воспитанники Якутской школы хоккея, которые выступают за различные команды на территории России. Это дает знаковость нашим соревнованиям и воспитывает преданность наших воспитанников Якутской школы хоккея. Вот уже 13 лет подряд золотые медали и чемпионский кубок остаются в Якутске. Но каждый раз команды из других районов едут на чемпионат с желанием увезти этот кубок с собой. Ну, во-первых, у нас только открылся Ледовый дворец. Набрали сейчас детей. Потихоньку начали тренировать. А команда ветеранская у нас, ну, не такого высокого уровня, как в Якутске. Потому что у нас был открытый лед, снег, холод. Невозможно было заниматься. Сейчас все изменяется, команда приобретает большую, хорошую форму. Как отмечают знатоки, качество хоккея в Якутии растет год от года. И прошедшие игры показали, что команды готовы биться за трофей, не жалея сил. Интрига сохраняется до последнего матча, и только тогда мы узнаем, станет ли Якутск в 14-й раз чемпионом республики, или же в 23-м году кубок покинет пределы столицы. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. В завершение о погоде. Долгожданная плюсовая температура ожидается на следующей неделе. По прогнозам синоптиков, на территории Якутии со среды установятся теплые дни с интенсивным таянием снега. Обильные снегопады объясняются аномальным мартом. Снега выпало настолько много, что соответствует почти 5-месячным нормам. А в ближайшие сутки в Якутске ожидается небольшой снег, местами с порывистым ветром, понижение температуры в среднем до минус 22 градусов, днем минус 5, минус 8. Сегодня на запад республики ожидается выход активного циклона с Красноярского края. На северо-западе, западе, юго-западе и юге республики ожидается снег, мокрый снег, местами с дождем. Порывистым ветром до 15-20 метров в секунду. Начиная со среды, при установлении теплого антициклона ожидается активное таяние снега. День ото дня температура будет повышаться до 0 плюс 5 градусов, на юге и юго-востоке до плюс 5-10 градусов. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Мы следим за развитием событий. Всего доброго и удачных вам выходных.